Уже около года прошло с тех пор, как глава Ингушетии в последний раз в таком формате общался с молодежью республики. И на этот раз Центр культурного развития собрал целый зал молодых людей. Их было бы больше, но мест просто не осталось. Здесь как уже состоявшиеся молодые, так и студенты, которые только начинают путь становления. Для начала звучит небольшое напутствие от главы региона. Махмуд Али Калиматов отметил, что готов к открытому диалогу. Я всегда рад встретиться с молодежью. Попросил и правительство присутствовать здесь, чтобы те вопросы, которые возникают, чтобы они слышали. Не только слушали, но и слышали, услышали вас, молодежь. Потому что ориентир сегодня меня как руководителя субъекта такой. У нас, вы, если заметили, потихоньку изменения. То есть мы выдвигаем молодежь на определенные должности. Мы, самое главное, стараемся, чтобы они участвовали в парламенте, вы знаете, у нас есть, да? У нас в правительстве. И эта линия мною будет продолжена. Продолжена и в последующем по результатам наблюдений, беседы, наблюдения работы молодежи на тех или иных должностях, мы их будем дальше выдвигать. У нас, поймите, сложность есть кадровая. Представляете, у нас с дипломами образованных очень много, но вот понимать организационно-административную работу, самое главное, надо иметь опыт именно вот волонтерские движения, в которых вы все участвуете, вырабатываться должен опыт руководителя. Это очень важно. Все, конечно, мы начальниками не станем, но все-таки в этом плане каждый из вас и вне этих стен, я вам говорю, что я внимательно слежу за продвижением молодежи. Махмуд Али Калиматов добавил, что в республике много образованных ребят, а участие их в общественно-политической жизни региона дает серьезный опыт. Он им пригодится в будущем, когда эти молодые люди станут из подчиненных руководителями. И сегодня главное выбрать правильную профессию, которая будет востребована, хорошо оплачиваемая. А главное, интересно, в Ингушетии остро не хватает специалистов культуры, технических специальностей и сельскохозяйственного сектора, IT-технологий, сферы экологии. На эти направления глава призвал обратить внимание молодых людей. Мы как-то встречались с вами год, наверное, больше назад. Я говорил об этом, что у нас юристы, экономисты, ну, это тоже нужное дело, правильное. Но сегодня, если мы возьмем любое наше предприятие, завод, фабрику, да, то мы специалистов приглашаем, я вам честно скажу, с Хабаровска, например, есть технолог мясомолочной продукции, с Хабаровска. Вот. На всех предприятиях, если возьми, вот ездили мы южные, да, предприятия, там технологи, значит, с Краснодарского края. У нас алюминиевый кластер, который у нас есть профиль алюминиевый и плавка сейчас пошла. Там у нас с Ростова специалисты. То есть я к чему хочу сказать. Мною ориентир был сделан на то, чтобы у нас молодежь, она пошла в технические вузы. Технические вузы. У нас нет специалистов, и мы каждый раз, любое предприятие, организации, у нас сложность возникает. Но я хотел бы, чтобы мы порассуждали, немножко подумали и сориентировались, и вопросы-ответы, что были. Поймите правильно, мы никогда не продвинемся, если у нас не будет инженеров, связи, энергетики, металлургов, я не знаю, любой специальности. Почему? Потому что любое движение вперед, новые технологии сейчас, да, очень много продвинулся прогресс, технический прогресс, уже много чего нового. И я как раз хотел бы, чтобы он сегодня создал это, и там при министерстве создать и в действительности программистов готовить. В действительности подготовить и создать в последующем, уже чтобы мы продавали продукт, понимаете, это очень важно сейчас.
И не зря президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, да, обратил на это внимание. Он говорит, айтишников вообще освободит от всего, от программистов это. Если мы хотим двигаться вперед, если мы не хотим остаться где-то, мы должны сегодня ногу со временем шагать. Поэтому и Министерство образования, и университет, я уже говорил, мы заключили договор с Московским физико-техническим университетом, мы заключили с Самарским техническим университетом, и мы хотим, чтобы вы понимали, что есть понятие отмирающие профессии. Ну, зайдите, вот прям забейте отмирающие профессии, вы найдете там, что скоро это и юристы, кроме полного гособвинения, там ничего не останется, потому что программа все делает. То же самое финансовая составляющая, оно все вперед идет. А вот инженер, руки и голова, это нам нужны. Надо, чтобы мы сделали одну вещь. Я хотел бы, чтобы вы побывали на тех предприятиях, которые у нас работают реально. Они не работали, вы знаете. Посетите Реал, посетите обувную и швейную, посетите Южный у нас, 5500 тонн индейки. И знаете, технология какая? Там отходов нет ноль. То есть косточки, не знаю, там перья, в конце перерабатывается, получается удобрение. Вообще безотходное производство. Нет там ничего. Там некоторые пишут, там пахнет, там еще что-нибудь, там, типа индейка. Да нет этого. Много у нас водоемов загрязнены. Нам нужны экологи. Нам нужны экологи, не просто экологи, а хорошие экологи. Понимаете? Химия, биология, это надо ее учить. Так учить. И такие вузы, и факультеты есть экологические. Сегодня мне хотелось бы сказать, что на вас, именно на молодежь, большая надежда. Надежда в том, что вы выберете ту профессию, и выберете тот путь, и будете душой болеть за свое дело, которое вы, обязательно надо профессию брать, которая вам нравится. Я вам скажу, никогда не учитесь на того, что вам профессия, если не нравится, не делайте этого. Потому что это просто последующее мучение всю жизнь. Мучение, я вам говорю. Лучше уж пусть 3-й, 5-й курс, впереди, возьми по новой сдай. Иди профессию возьми, которая востребована у нас. И вообще в целом в нашей стране востребована. А это есть. Лишь бы получить диплом, надо эту вот выбросить. Я понимаю, что у нас есть некоторые особенности, девчонкам сложно там, но все-таки надо же что-то делать и идти вперед. Моллах болхби, ахабич. Ты домой придешь, ты всегда будешь рад прийти, уставший, ты будешь рада твоя семья. Каждый из вас, сидящих здесь, вне этих стен, тоже хочет благополучия себе, своей семье, своим родным. Но для этого просто сидеть и думать ничего не получится. Мечтать не получится. Надо реально что-то делать. Среди участников встречи много волонтеров. Они активны, жизнерадостны и полны планов на будущее. Молодые люди играют одну из главных ролей в жизни и развитии не только страны, всего мира. И сегодня важно, чтобы молодежь шла в правильном направлении. Об этом глава сказал, комментируя спецоперацию на Украине. По его словам, это была вынужденная мера, и промедление могло крайне негативно сказаться на безопасности России. Если кто-то интересуется политикой, военно-политической ситуации, я вам скажу осознанно, а я в политике давно, если бы сегодня мы не были бы там, на Украине, вот это накачивали столько Украину оружием, а самое главное, изменили вообще мироощущение, мировоззрение у людей, что они в действительности кроме себя никого не видели. И поэтому было президентом принято решение, чтобы она не пришла на нашу территорию. На нашу территорию не было, чтобы войны. Как-то лет 5-7 назад один политолог сказал, что Путин никогда не допустит больше войны на территории
нашей Родины, на нашей территории. Я знаю одно. Никому не позволено внести раскол, внести рознь. И от вас это тоже много зависит, потому что вы слушаете, вы бываете везде, и вы молодые. На вас повлиять нелегко, но все-таки надо себе задавать вопрос, кто я? Это я почему говорю? Возникновение непонимания, ой, фуди да хади, ну некоторые есть такие, говорят, фуди ж да е, там, что нам это Украина, не Украина. Слушайте, сегодня 90% обеспечения нашей республики, обеспечение дороги, свет, газ, ну все, что у нас, 90%. Откуда это? Мы зарабатываем 10%. Это дотация, которая идет в республику. Дотация идет. Потому что об этом, если не думать, то можно, давайте, нам надо 31 миллиард, у нас будет 4,7 миллиардов. И на это будем жить. Что мы будем делать? Поэтому каждый человек должен вносить свою лепту. Каждый. Он должен отдавать себе отчет, как гражданин Отечества своего, что он должен делать. Обязательства есть перед семьей, обязательства перед родственниками, но перед обществом тоже. Общество – это не просто такая какая-то неопределенная масса. Это мы с вами. Далее от монологов встреча перешла в диалог. Молодые люди презентовали свои проекты, озвучивали идеи для развития республики. Адам Ерыжев, руководитель регионального отделения Всероссийского студенческого отряда, рассказал о работе по трудоустройству студентов во время каникул. Мы начали работу в августе и уже сделали свое региональное отделение. И за такой короткий срок мы достигли очень хороших результатов. У РСО есть 5 основных направлений. И в прошлом году по одному направлению, по сельскохозяйственному направлению, совместно с Комитетом по делам молодежи, мы трудоустроили свыше 400 студентов. Это сад-гигант и агрокомплекс Сунжа. И это было только начало. В этом году мы хотим удивить всех еще с большим результатом и хотим трудоустроить свыше 1000, временно трудоустроить свыше 1000 студентов. Почему временно? Это самая основная задача РСО. Мы занимаемся временным трудоустройством студентов очного отделения в каникулярное время. Да, это не постоянное трудоустройство, но часто бывает так, что отличившихся ребят работодатель устанавливает их на постоянную основу. То, что вы делаете, это доброе дело и нужное дело, понимаете? Только надо потребность как раз вот регулировать через рабочую группу, Олег Борисович. Потребность, потому что у нас сегодня, вы говорите, вот если брать там сад-гигант, ЭПК Сунжа, это мне понятно. Сегодня я вам скажу, что мы сейчас через месяц-два ставим, значит, производство шерсти на всю республику. То есть каждый теперь может будет сдавать шерсть, и она будет приниматься, перерабатываться. И там была такая истинги, молбики, сволочь, там вот женщина там делают. Я говорю, а где вы берете шерсть? Она говорит, Карачай-Черкесии закупаем. И после этого я поставил задание Министерству сельскохозяйства, и они сегодня вот как раз сделали, что там вот будем обрабатывать сами, и готовая будет у нас шерсть очищенная, готовая к производству. Вот эти все вещи. Но эти производства мало кто знает. Я теперь понимаю. Надо, наверное, не знаю я теперь, то ли экскурсию по родной республике, что ли, делать. Часть того, чтобы рабочие места, они нужны сегодня. Я вам скажу, всю поддержку, это очень хорошее дело. Но в этой части надо говорить, и Олег Борисович, я думаю, формат, надо подумать, встретиться, идеи пусть изложат, и прийти к тому, чтобы рабочие места были заполнены. А сегодня я вам скажу, вот просто, около 3 миллиардов заказ сегодня швейной фабрики. На 3 миллиарда нашей республики заказ. Вот приехали эти начальники, они удивились, что
поехали после 6, да? А там работают люди, у нас там 200-250 где-то сейчас, да? А нужно 800. То есть удивились. Ну, заказ, хада ничего. На 3 миллиарда надо шить. Представляете, какое это для нас, на маленькой республике. Больше вам скажу, ни одной швейной фабрики в России нету нашего, как наша. Нету ни одной. Ивановская, помните, там город невест, говорили, там швейные фабрики были, текстиль, там то все. Там все это цехами, там 40, 30, 50. У нас 800 стоит аппаратов швейных. 800 за раз можем сесть и прям обшить. Нету ни одного производства, как у нас в Ингушетии. В таком количестве, а тем более технологии, там ведь по колено вода стояла, когда инвесторы пришли. По колено. Мы там выгоняли воду за 2 недели, когда они там пришли, эти инвесторы, турки. Да? 281 миллион они заплатили. Купили у нас это. Да? А потом еще на 400 миллионов они оборудовали, поставили все новое оборудование-то. Даже световые лампы заменили. Каждой. Специальные лампы. То есть там много оказалось всего. Также молодежь интересуется, как экономические санкции, выдвинутые против России, скажутся на республике. Стоит ли беспокоиться из-за ограничений или все же это повод начать производить свои товары? Мне интересно, какие плюсы от этих санкций, от этих возможностей для Республики Ингушетия? То есть новые рынки сбыта, новые направления, новые коридоры. Дело в том, что в действительности любое ограничение или санкции, они ведут для России, для нас конкретно тоже субъекта, положительную ситуацию. Она правда такая. Просто период тяжелый. Понимаете? Какой-то период бывает тяжелый, а потом мы адаптируемся. Нас 15-й год особенно просело все. 14, когда нам санкции, там сельскохозяйство, да? Сегодня мы одна из ведущих стран в сельскохозяйстве, да? Понятно, вы, наверное, читаете, знаете. Зерно, да, там. Вот у нас яблок не было. 75% мы завозили яблоки с Польши. 75%. Не говоря о клубнике, еще что-то. И у нас начали развиваться. То есть за 5-6 лет мы вышли вперед. В общем, глава региона с молодежью общался более 3 часов. Помимо обозначенных поднимались темы развития туризма, IT-технологии, парашютного спорта. Говорили и о сохранении ингушского языка. Также в рамках встречи состоялось награждение самых активных добровольцев медалями «Волонтер Ингушетии». Зелимхан Калоев, Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.